При Министерстве юстиции Абхазии существует Республиканский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. О том, как абхазские эксперты расследуют громкие уголовные дела, каким образом в этом им помогают российские специалисты, об этом пойдет разговор в студии с директором Республиканского научно-исследовательского института судебных экспертиз Георгием Амичба. И Георгий Викторович, приветствую. Здравствуйте. Спасибо, что заглянули к нам. Спасибо вам тоже, что меня пригласили. Я, конечно, хотел бы начать немножко с истории нашего института. Да, коротко нашим слушателям интересно вообще, что за институт, потому что не так много информации именно про этот институт. Да, к сожалению. Наше учреждение, государственное учреждение, Республиканский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, является одним из самых молодых научных учреждений нашей республики. Она была задумана, она была организована по инициативе Министерства юстиции Республики Абхазии в самые такие тяжелые послевоенное время. Для того, чтобы, конечно, создать подобное учреждение, таких опытов такого у нас не было. Меня, как руководителя тогда, назначили меня руководителем и направили меня в Москву для обмена опытом, для того, чтобы узнать, как работает подобное учреждение в Российской Федерации, что нам необходимо, первым долгом, с чего мы должны начать, какие документы, какие документации, по каким направлениям мы должны подготовить специалистов и так далее. Я оказался в Москве, был принят в Министерстве юстиции Российской Федерации, меня направили в научно-исследовательский институт судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации. Там меня встретили, я в течение где-то недели там находился. Я ознакомился с деятельностью данного учреждения. Мне объясняли, показывали, Георгий рассказывали. То есть ваше сотрудничество началось еще с послевоенных времен и продолжается сегодня. Послевоенное время. Слушателям хочется объяснить в двух словах все-таки, какая задача у института? Чем занимается в двух словах? Проведения. Мы обслуживаем силовые структуры нашего государства, особенно следственные судебные органы. Те дела, которые, поступают к нам, дела бывают уголовные, гражданские, разного направления, бывает, по многим направлениям. Мы эти дела, принимаем и направляем по отделам, и у нас проходит исследование этих дел. Мы, То есть без вас ни одна экспертиза не проходит? Нет, без эксперта. Самое, головное учреждение в нашей республике. Мы работаем по 10 направлениям исследования, такие как бухгалтерская экспертиза, автотехническая экспертиза по 3 направлениям, психологическая экспертиза по почерковедению, технические исследования документов. То есть, например, если какое-то уголовное дело, подпись проверить, принадлежит ли она мне или нет, только через вас это можно сделать? Знаете, для того, чтобы подобные вещи, конкретно говорить о том, что это принадлежит или не принадлежит, надо обязательно, обладать специальными знаниями. А специальные знания, естественно, мы получаем в Российской Федерации в таких научных экспертных центрах, как в Ростове, в Воронеже, в Москве, в Санкт-Петербурге и в других регионах Российской Федерации. Помимо обязательного высшего образования, здесь требуется специальная подготовка экспертов. Мы направляем их в Российскую Федерацию. Долгое время мы сотрудничали с Южнорегиональным центром судебной экспертизы города Ростова-на-Дону. Нас там принимали в течение 20 лет. Основной костяк наших сотрудников почти все прошли повышение квалификации в этом научном центре. Учреждении, да.
Они там не только, значит, проходили повышение квалификации, стажировки, но они там издавали экзамены. После этого, значит, наши сотрудники получают, значит, свидетельство о самостоятельном уже производстве судебной экспертизы. После этого только мы можем допустить к производству судебной экспертизы. Но вот понятно с нашей стороны, в чем заинтересованность. У нас негде больше готовить специалистов. Вот, а их интерес в чем заключается? Таких учебных, таких научных центров у нас в Абхазии отсутствует. Только в России. Там квалифицированные, с большим опытом ученые, которые занимаются долгое время. У них это давно налажено, этим они занимаются давно. Это хорошо, что спасибо им огромное, что наши принимают, готовят там. Благодаря вот южно-региональной судебной экспертизе, вот то, что находится в Ростове-на-Дону, благодаря ее руководителю, бывшей руководителю Жакова Татьяна Максимовна и нынешнего руководителя Тукайнина Олега Владиславовича, мы сегодня имеем то, что имеем, всех наших сотрудников, они там прошли. А с их стороны, вот в чем заинтересованность? Им зачем нам помогать? Вы знаете, у нас давно налажено дружеские взаимопомощь, сотрудничество. Они нам ни в чем никогда не отказывались, не отказываются. Более того, помимо ростовских специалистов. Вот мы имели, у нас появилось желание расширить штат значит, этих, значит, специалистов. Мы наладили отношения с Воронежским региональным центром судебной экспертизы. Года 2 тому назад я имел возможность, значит, непосредственно, значит, договариваться с руководителем Долиным Александром Николаевичем, очень добродушный, открытый человек, принял нас. Помимо этого, я хотел бы здесь подчеркнуть, подготовка одного человека, это очень не только, значит, и в финансовом плане, и в материальном, и так далее. Для нашей республики она немножко, значит, это на бесплатной основе проходит? А вот Долин принял нас на бесплатной основе. Вот буквально в конце вот прошлого года, вот в октябре, в ноябре мы отправили туда нашего сотрудника по землеустройству, значит, сотрудница там прошла месячная подготовка, и с хорошим отзывом, с хорошим отчетом она возвратилась. Чем она будет заниматься, допустим? В чем была необходимость вот именно в таком специалисте? Землеустройство — это очень необходимо для нашей республики, потому что бывает очень много связано с земельных споров, земельные, значит, тяжбы и так далее. В этом плане, конечно, специалист, знающий это направление, крайне необходимо для нашей республики. А с какими вообще расследованиями, с какими видами чаще всего вы сталкиваетесь? Ну, к большому сожалению, чаще всего мы сталкиваемся с автотехническими видами экспертиз, особенно по ДТП, по техническому состоянию транспортных средств, по автотовароведческому. Вот по этим всем трем видам направления у нас огромное количество, огромные материалы поступают. К большому сожалению, я должен констатировать, что вот за прошедшие год, 2023 год, мы, значит, исследовали более 450 уголовных и гражданских дел. Среди них около 60% это по автотехническим видам исследования. Это удивительно. По ДТП. Это удивительно, потому что люди же не обращаются чаще всего. Хотел бы подчеркнуть, очень много, особенно в Гудаутском, Гагрских районах со смертельными исходами. По процентам, если посмотреть, конечно, там выше вот, по смертельным исходам. Тогда понятно, почему вот такая статистика.
А смертность на дорогах действительно это серьезные цифры, вот и правоохранительные органы озвучивают эти данные. А вот порой, когда идет расследование громких дел и говорят об экспертизе, и очень долго ждут результаты. Вот с чем это связано? Это связано с тем, что вот к нам особенно, вот если взята бухгалтерская экспертиза, к нам поступают такие вот очень громкие такие, значит, дела по финансовым, денежным злоупотреблениям отдельных чиновников, отдельных руководителей организаций, предприятий. Я сейчас не хочу это говорить, какие суммы, но очень больших суммах, десятка миллионов и так далее, злоупотребление своим, значит, служебным положением. Вот эти материалы поступают к нам до 100-150 томов уголовные дела. Конечно, исследовать эти дела сразу так, как обычно у нас принято, 20 дней, месяц, не получается. Мы их исследуем где-то на протяжении, значит, месяцев 2-3, даже бывает и полгода. Ну, в итоге, значит, мы дело доводим до конца и раскрываем большие суммы, которые были присвоены вот этими, значит, так называемыми бывшими чиновниками. Ну, а когда вот вы сказали, что российские коллеги вам помогают в подготовке специалистов, но помимо этого, вот когда идет расследование... Помимо этого, я вам скажу, мы в непосредственном контакте, связи находимся с нашими коллегами вот и в Ростове, и в Воронеже. Конечно, бывают у наших сотрудников какие-то проблемы, какие-то, когда необходимо какие-то вопросы обсудить, решить, и тогда мы к ним обращаемся, к нашим друзьям, специалистам, коллегам. Они всегда идут навстречу, они нам подсказывают, рассказывают, и на правильном пути наших специалистов направляют, и благодаря этому мы непосредственно в контакте с ними вот работаем. Ну, лаборатории нужны, лаборатории для проведения исследований, что касается лаборатории, я вам скажу, конечно, экспертиза – это такой вид, значит, деятельности, который требует постоянное обновление не только литературы, не только оборудования, но и постоянное, значит, повышение квалификации, потому что наука, как говорится, современная технология развиваются, а эти преступники так и не сидят, сложа руки. Они тоже знают, как избежать преступления, как избежать наказания. Значит, поэтому, значит, они тоже ухищряются всякими способами, чтобы невозможно было, значит, их разоблачить, значит, вывести на чистую воду. Поэтому наши специалисты требуются постоянно совершенствования своих знаний. Наука это постоянно меняется, постоянно развивается, постоянно возобновляется, поэтому в этом направлении мы постоянно стараемся каждый раз по возможности отправлять их на повышение квалификации, на стажировку. Ну а сами материалы, вещевые, там, допустим, доказательства, какие-то материалы, которые по делу проходят, в этом же тоже есть сотрудничество? Да, ну, конечно, вот когда к нам поступают материалы, когда мы начинаем изучать материалы, бывает что-то не хватает, бывает что-то, значит, неправильно, значит, они составлено, значит, неправильно, значит, вопросы ставят и так далее. Мы этих следователей, мы с ними непосредственно в контакте работаем, мы их приглашаем, объясняем, если крайне какое-то такое необходимо, мы пишем ходатайство с требованием, какие-то, значит, материалы дополнительные и так далее. В этом плане мы с правоохранительными органами, следственными, с судебными органами плотную работаем. У нас как бы идет совместное, значит, сотрудничество в этом направлении.
А какой опыт российских коллег, например, вы хотели бы перенять? Я понимаю, что и там эти серьезные центры, у них и свои лаборатории, где они могут исследовать, допустим, слюну, человеческий волос или по кускам одежды, я не знаю, как это. Это очень интересный вопрос. Спасибо за такой вопрос. Конечно, мы хотим, у нас есть желание, чтобы не отставать от нынешнего, как говорится, требований. Поэтому мы часто к ним обращаемся. Вот я последний раз, когда был в Воронеже, я обратился, помимо в региональный центр, мне доставили возможность судебно-медицинской лаборатории в Воронежской. Я побывал в этой лаборатории, меня там приняли, руководители мне объясняли и рассказывали о том, что нам необходимо делать для того, чтобы перейти. Вот мы в нынешнее время занимаемся по вещественным доказательствам, скажем, исследования крови, ткани, слюны, волос и так далее. Это в России уже считается вчерашним днем, уже прошлое, они все уже переходят или перешли на генетически, на ДНК. Я интересовался, у нас есть такое тоже желание к этому, значит, потихонечку перейти, несмотря на то, что финансовые вложения здесь должно быть немалые. Мне сказали, что они будут мне помогать, могут, даже если мы подготовим специалистов в Москве. Я знаю, где это, значит, можно готовить и как, и куда направить. Они сказали, первоначально мы можем вам выделить какие-то наши оборудования, которые мы считаем уже устаревшими. На них вы научитесь, поработаете, они пока в рабочем состоянии, а потом потихонечку вы будете приобретать новые оборудования. Есть китайские оборудования, есть европейские, есть российские аналоги. Ну, еще раз хочу подчеркнуть, что они очень дорогие, стоят миллионы денег. Поэтому в какой-то степени мы в этом плане пока значит, отстаем. Ну, я надеюсь, у меня есть огромное желание в этом направлении двинуться вперед. А сам процесс, вот если бы такая лаборатория была бы, уменьшился бы процесс ожидания? Вот как громкие дела, мы видим, что тянутся некоторые несколько лет. У них свои возможности, свои, значит, как говорится, я точно говорить я не смогу, но я думаю, там быстрее, значит, исследуется, потому что есть современное оборудование, с помощью них исследовать, если специалист знающий, я думаю, это в рамках, как говорится, установленных сроков можно определить, значит, ДНК. Это очень крайне необходимо для нашей республики, потому что я знаю, такие очень громкие убийства и другие, значит, уголовные дела направляются на ДНК в России. А это очень дорогостоящие, значит, экспертизы, большие деньги тратит государство на исследование вот таких, значит, громких преступлений. А сотрудники, вы не раз сказали о том, что надо повышать квалификацию. А как люди к вам попадают, работники? Это вопрос очень сложный, конечно. То есть можно прийти к вам вот с заявлением, попытаться устроиться или с каким-то опытом? Мы вот сейчас планируем ближайший год-два подготовить для нашей республики сейчас крайне необходимые такие виды исследования, как фонографическая, видеозаписи, видеоизображений, инженерно-технико-строительная, пожарно-техническая, трассологическая и по многим другим, значит, они уже, значит, как говорится, к нам силовые структуры обращаются, проводятся ли такие виды экспертиз, не проводятся. И по этим видам экспертиз мы можем подготовить и в Ростове, и в Воронеже. У нас есть такие возможности, но, к сожалению,
с кадрами у нас проблема. Надо сказать, что молодые люди к нам, которые приходят, они больше интересуются зарплатой, нежели будущей работой. А зарплаты у нас, как вы знаете, не зарплата? Совсем высокие. Поэтому вот мы сами ищем, мы уговариваем, приглашаем. У нас есть возможность, есть штаты. Пожалуйста, пусть придут. Мы с удовольствием примем, обучим в Российской Федерации бесплатно, связанные с командировками, со всеми этими делами. Мы обеспечиваем материально, финансово. Нет у нас никаких проблем в этом направлении. Это должны быть люди с высшим образованием? Обязательно высшее образование. Обязательно высшее образование нужны. Сейчас нам нужны физики, нам нужны инженера-строители, нам нужны юристы, нам нужны вот по тем видам исследований, чтобы образование было ближе к этим направлениям. А почему вот такое направление сейчас появилось? С чем вы это связываете, такую острую необходимость в этих специалистах? Потому что сейчас вы, наверное, у вас тоже, наверное, здесь тоже есть, везде устанавливают вот эти видеонаблюдения. Везде, значит, к нам приносят вот эти материалы, записи и так далее. Но для этого, чтобы расшифровать, чтобы говорить точно и так далее, необходим специалист. Специалист, знающий, это обязательно соответствующая аппаратура, оборудование и так далее. Вот тогда это легко раскрываются все эти преступления, которые попадают в поле зрения вот этих, как называемых... Камер видения. Камер наблюдения, да. А какие новые еще виды вообще преступлений, что ли, вот вам приходится раскрывать? Компьютерная технология, видео, аудио, лингвистические. Очень много направлений. В России нету такой направления, по которому невозможно было бы, как говорится, не обратить. У них все виды направлений есть, начиная по драгметаллам, начиная стекло и керамики, начиная другие, виды, исследования. Очень много. Ну, такие виды по нефтепродуктам и так далее. Но эти виды пока особо, не востребованы у нас в республике. Самые востребованные это уже, как я уже сказал, строительно-техническая, пожаротехническая, фонографическая, лингвистическая. Со строительством, понятно, идет такой строительный бум, но фонографическая почему? Фонографическая почему? Фонографическая тоже, она очень обязательно необходима, потому что по этому виду тоже к нам обращаются, а специалистов у нас, к сожалению, нет. Это тоже... связано с использованием социальных сетей, какие-то голосовые сообщения? Да. В этом. Это лингвистическое, вроде бы как тоже, зачем, можете спросить, но лингвистическое очень нужно, потому что по голосу, по написанному, записи, по комментариям. Да, по комментариям можно определить, кому это принадлежит, и как, голос не сделано, искусственно или, специально, или там это. Знаете, все это можно определить, когда специалист, работает по этим направлениям. И завершая наш разговор, ваше сотрудничество, как планируете развивать с российскими коллегами? Может быть, какие-то задачи в новом году? У нас планы какие? Планы, то, что налажены уже связи, мы будем расширять. То, что я сказал выше по ДНК и генетическим, мы, конечно, хотим еще более, конкретно определиться с этими, центрами в Москве и в России, непосредственно уже с ними договориться, чтобы мы могли направить к ним наших, специалистов, подготовить, и чтобы они могли оттуда, возвращаясь, были у них, те специальные знания, которые необходимы для дальнейшей работы.
Конечно, мы не стоим на месте, конечно, мы стараемся расширять связи с Российской Федерацией. Это крайне необходимо, потому что подобного учреждения, как наше учреждение в Абхазии, нет. Это единственное головное республиканское учреждение, которое непосредственно сотрудничает с Российской Федерацией. Это крайне необходимо. Без специалистов, без помощи, без поддержки специалистов Российской Федерации наша работа, наш институт не существовало бы, и дальнейшее его развитие тоже под большим вопросом было бы. Под большим вопросом, Георгий Викторович, спасибо, что заглянули к нам в студию. Спасибо вам тоже, что пригласили меня. Мы вас рады всегда видеть. А я напомню нашим слушателям, как абхазские эксперты расследуют громкие уголовные дела, каким образом в этом им помогают российские специалисты, рассказал директор Республиканского научно-исследовательского института судебных экспертиз Георгий Амичба.